Вот это трясет. Вот это трясет. Охренеть. Ты как? Нормально? ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хушхабари беҳтарин барои онҳое ки ниятии ҳаҷи умраро доранд. муборинуктарин ва арзонтарин пешниҳодро ба шумо дорем. барномаи 10 рӯза $1150, барномаи 14 рӯза $1200 ва барномаи 20 рӯза $1300. шумо метавонед аз Федератсияи Русия, аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо ҳамроҳии мо сафар кунед. барнома бо тамоми экскурсияҳо ва меҳмонхонаҳои замонавӣ ва аз ҳама муҳим шуморату охири барнома роҳбаладони тоҷик забон ҳамроҳӣ мекунанд. маълумоти бештарро метавонед аз рақамҳои дар экран буда занг зада бифаҳмед. бо мо ҳаҷи шумо пур аз савоб ва хотирмон хоҳад буд, иншааллоҳ. В Японии тем временем проходит масштабная спасательная операция после землетрясения магнитудой почти 8 баллов. На утро вторника 120 человек все еще ожидали спасения. 48 человек погибли. На западное побережье страны обрушились волны цунами высотой более метра. Сейсмологи предупреждают, что в ближайшие 2-3 дня возможно новое землетрясение максимальной мощности. Под ударом цунами может оказаться и российский Приморский край. Подробнее расскажет мой коллега Игорь Синекевич. По меньшей мере 48 человек погибли во время серии землетрясений у западного побережья Японии в первый день Нового года. 100 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. По данным сейсмологов, с утра понедельника в Японии произошло 155 землетрясений различной мощности. Сила толчков достигала 7,6 балла. В префектуре Исикава сгорели более 100 домов. Прервано движение скоростных поездов. На западное побережье Японии пришли цунами высотой более метра. Однако японское метеорологическое агентство ожидало формирования волн высотой до 5 метров. Сейчас предупреждение о цунами отменено, однако в ближайшие дни возможно возобновление тревоги. Пожалуйста, будьте осторожны. Мы ожидаем землетрясений силой до 7 баллов на этой неделе, и особенно в течение следующих 2-3 дней. 7 баллов – максимальный рейтинг по японской шкале Синдо. Не путать с магнитудой. Эпицентр серии землетрясений находится в Японском море, и угроза новых цунами ожидается на западном побережье Японии. А значит, Владивосток и Корея тоже могут испытать на себе удар цунами. Тем временем японцы спасают пострадавших и устраняют последствия стихийного бедствия. Битвой со временем назвал спасательную операцию японский премьер Кисида. Мы прилагаем все усилия для сбора информации, но дороги перекрыты, и это означает, что доступ к северной части полуострова Ното крайне затруднен. Осмотр с вертолета показал обширные разрушения, включая заблокированные дороги, оползни и пожары. Как сообщил представитель правительства, во вторник утром 120 человек все еще ожидали спасения. Люди выкладывают надписи СОС, чтобы привлечь внимание спасателей. Более 57 тысяч человек были эвакуированы. В район бедствия на помощь спасателям и полиции отправлены подразделения сил самообороны. 35 тысяч домов лишились электричества. Это первое землетрясение такой силы с 2011 года, когда волны цунами разрушили атомную электростанцию в Фукусиме. В этот раз АЭС не пострадали. Начиная с атомной электростанции Шика, ближайшей к эпицентру, сообщений о нарушениях на АЭС не зарегистрировано. На фоне стихийного бедствия случилась новая беда. Во вторник пассажирский борт Japan Airlines столкнулся с самолетом береговой охраны Японии после приземления в токийском аэропорту Ханеда. Воздушное судно береговой охраны должно было доставить продовольствие в районы, пострадавшие от землетрясения. 379 человек благополучно выбрались из пассажирского лайнера до того, как он был полностью охвачен пламенем. Пилоту второго самолета удалось спастись, но 5 членов экипажа погибли. В ожидании новых подземных толчков люди выстраиваются в длинные очереди за водой, продуктами питания и моторным топливом. Игорь Синекевич, Белсат.
В российском Приморье люди пошли на побережье встречать волны цунами. По их словам, ожидаемые волны не превышали метра в высоту, и поэтому, цитата, «не было страшно, что их смоет в море». Объявленная тревога в Приморье и на острове Сахалин в связи с землетрясением в Японии была снята, так как бедствие не представляло опасности. Об этом сообщили в администрации обоих регионов.携帯置いてきちゃった。